Друзья, я вас всех приветствую, ассаляму алейкум, меня зовут Артем, и я продолжаю знакомить вас с народами Кавказа. И в этом выпуске речь пойдет про один из нахских народов, народ Галгай. Ну а прежде чем смотреть этот влог, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. И самое главное, досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить все самое интересное. Один из древнейших народов Кавказа, ингуши, с незапамятных времен занимал территорию, географически именуемую как бассейн реки Терек, в ее верхнем и среднем течении, включая горную, предгорную и равнинную часть. Впервые предки ингушей упоминаются в работах древнегреческого историка Страбона как гаргареи. Гаргар с ингушского переводится как «соседний», «близкий», «родной» или «родственный». Страбон в своих работах описывает гаргареев как народ, проживающий на Северном Кавказе у реки Термандонг. Сегодня река носит название Терек, в соседстве с амазонками. Он пишет, что это племя граничило по главному Кавказскому хребту с иберами. Иберы – это предки грузин. Раньше, как сейчас, народ Ингушетии не был един. Существовали ингушские общества или шахары. Во многих грузинских, армянских, французских и немецких источниках упоминаются предки ингушей. Ингушские общества шахары – это средневековые территориальные объединения ингушей. Вот некоторые из ингушских обществ. Джиравская, Кистинская, Фяпинская, Чулхоевская, Галгаевская, Хамхинская, Цоринская, Галашевская, Назрановская, Галгаевская, Арцхойцы. Особенно богато ингушские этнонимы представлены в грузинских средневековых источниках. Там упоминаются дзурдзуки, кисты, глигвы, валы, джариехи, цори и многие другие. К примеру, так первый грузинский царь Фарнаваз был женат на дочери дзурдзукского правителя. Начиная с 16 века ингушские общества становятся известными и на Руси под названиями яраханские люди, киштинцы, кистины, ангушевцы, калганы, каракалканы, джариехи и другие. В это же время происходит и тесное соприкосновение русских людей Московского царства с населением Ингушетии. Так, посольство Ивана Грозного в Грузию в 1578 году при прохождении через Дарьяльское ущелье останавливалось для отдыха в родовом селении ингушей Черебижевых, ныне село Гвилети, на военно-грузинской дороге. Жители селения обеспечивали посольству Ивана Грозного безопасное прохождение по Терскому ущелью. Со временем число и границы обществ менялись. Это происходило в результате миграционных процессов ингушеязычного населения, в том числе связанных с возвращением ингушей на равнину. Они начались довольно рано, уже вскоре после ухода Тимура с Северного Кавказа. Каждое ингушское общество не было большим, поэтому приходилось держать очень тесную связь между друг другом, потому что иногда на ингушские общества нападали кочевые племена. А как говорится, пока мы едины, мы непобедимы. Именно поэтому все ингушские общества приняли решение объединиться, чтобы противостоять своим врагам и тем самым кочевым племенам. В частности, в записанном в горном селении Пхамат-Дакхильговом предании повествуется о том, как собрались именитые мужчины из территориальных обществ Горной Ингушетии с целью объединения страны. Собравшиеся постановили, что отныне они все будут именоваться единым именем Галга и прекратят все споры и начнут организованно выселяться на плоскость. Вероятно, эти события были связаны с освоением земель в верховьях Сунжи и Камбелеевки, где и возникли старейшие в этом районе населенные пункты ингушей Акхи-Юрт и Ангушт. После объединения всех ингушских обществ появился народ, который назвал себя Галгай. Само название Галгай ученые связывают со строительством башенных комплексов, в которых раньше жили ингуши. Все дело в том, что Гала с ингушского языка переводится как «башня», «крепость» и, соответственно, обозначает как «строитель», «житель башни», «крепости». А теперь мне хочется поговорить о гордости всех ингушей, о каменных замках Республики Ингушетия народа Галгай. Именно в таких башнях ингуши жили и оборонялись от врагов. Ингушские башни – это уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры, представляющие собой жилые, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения. В Средневековье наступил период возрождения башенной культуры Северного Кавказа, феномен которой, как считают исследователи, ярче всего проявился в горах Ингушетии.
Именно поэтому достаточно часто Ингушетию называют страной башен. В горах Ингушетии исследователями выявлено и учтено более 120 боевых башен. Многие исторические места и памятники остаются неизученными из-за труднодоступности и в связи с различными ограничениями, связанными с пограничной зоной. Многие исследователи, такие как Семенов, Крупнов, Щеблыкин, Макалатия, Пелевин, считают, что родоначальниками башенного строительства в горной зоне, охватывающей территории современных Ингушетии, Чечни, Северной Осетии и горной части Восточной Грузии, являются предки ингушей. В горной зоне Ингушетии на территории современного Джиратского района располагалось около 150 населенных пунктов. Все они состояли из комплексов каменных жилых башен. За редким исключением, в каждом из них имелись полубоевые и боевые башни. Многие селения представляли собой укрепленные замковые комплексы, включавшие в себя одну или несколько боевых и полубоевых башен, объединенных высокими оборонительными каменными стенами и жилыми постройками. Так, а кто же конкретно строил эти величественные башни, когда не было специальной техники? В средневековой Ингушетии одной из самых развитых областей являлось строительное дело. Если добыть камень, доставить его на место строительства и даже сделать первичную грубую обработку мог практически каждый горец, то придать камню нужный вид, размер, а тем более с ювелирной точностью обтесать грани и углы мог, наверное, только мастер-камнетес. Самый известный на Кавказе строитель башен был Янт из села Эрзи, Баки Барханоев из села Бархане, Арсмак Евлоев из села Йовли, Кинг Ханиф из села Хяни. Строительное ремесло иногда было делом чуть ли не целых фамильных братств, своего рода профессионального клана. К таким признанным мастерам, в особенности по строительству боевых башен Воув, относился род Баркинхоевых из селений Верхний, Средний и Нижний Оздик. Мастера-ингуши были известны и за пределами Ингушетии, в Чечне, Осетии и Грузии. Они приглашались для строительства там сложных башенных сооружений и укреплений. Башенное строительство Ингушетии – яркое наследие древней материальной культуры, уникально как на Кавказе, так и во всем мире. Ингуши, как этнос, ментально неразрывно связаны со своей башенной культурой. Считается, что башенные комплексы в течение многих веков вырабатывали у горцев-ингушей эстетическое чувство прекрасного, чувство бережного отношения к дому, как к святилищу семьи, которое является одним из основ Ингушского кодекса чести. Эздел. Народ в Ингушетии гордо себя называет Галгай. А вот русские грузины Галгай называют ингушами. Так откуда же появилось это самоназвание? Этноним ингуши произошел от названия ингушского селения Ангушт, которое уже к концу 17 века являлось крупным селением в Тарской долине, современный пригородный район. Это колыбель ингушского народа, которую незаконно в 1944 году передали в состав Северной Осетии, когда ингушей нагло обвинили в предательстве и депортировали в Центральную и Среднюю Азию. К примеру, в этом селе родился бывший глава Республики Ингушетия Евкуров Юнусбек, а также общественный и политический деятель, поэт, драматург Кадзоев Иса Аюпович, у которого я был много раз в гостях. Именно здесь, в селении Ангушт, более 250 лет тому назад был подписан договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи. И для каждого ингуша это место является очень важным, значимым в истории народа. На сегодняшний день нет больше ингушских обществ, а есть один народ ингуши, но до сих пор сохранились тейпы, их насчитывается более 50. К примеру, самый большой тейп в Ингушетии – Йовлой, который включает в себя более 60 фамилий. Тейпом обычно называется родоплеменное объединение, связанное в древности общей территорией проживания. Каждый ингушский тейп живет по эсделу. Эсдел является кодексом чести и поведения, передаваемым из поколения в поколение родителями и обществом. Эсдел четко определяет поведение человека в обществе, в собственном доме, в гостях, на работе, в общении с родителями, родными, соседями, незнакомыми людьми и прочее. Правила установлены в отношении всех возрастных и социальных групп. Дети, подростки, взрослые, старики, мужчины и женщины, отцы и дети, супруги, начальники и подчиненные. В кодексе правил учтены нюансы поведения каждого члена общества. Нарушение кодекса правил является одним из самых позорных деяний человека. Такая она история Ингушетии и ее гордого, мужественного, смелого, воинственного,
а самое главное, дружелюбного, гостеприимного и добродушного народа Галгай, который стал для меня большим другом. Но если вам понравился этот выпуск, то обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Как только это видео наберет 1000 лайков, значит будет продолжение. Все зависит от вас. А чтобы не пропустить продолжение, нажмите на колокольчик. Можете поделиться также своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. Если вы хотите поддержать мой канал в развитии, то все реквизиты указаны также внизу в описании под этим влогом. Ну а меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске. Берегите себя.